меня, по идее, это, блин, первый такой большой старт. И она действительно честно сказала, что я переживала. Во втором бою она призналась, ну все, поспокойнее, да, я более-менее довольна собой, да, есть ошибочки, но главное, что это волнение наконец-таки ушло. А тем временем у нас начался бой. Да, нужно сказать, что соперницы практически ровесницы. Гурьян 25 лет, а Аитбаевой 26 лет. Не форсируя события. Сейчас хорошо поджимает, и слева точный удар в голову вьетнамской боксера. Да, женский бокс — это очень специфический вид спорта, в хорошем смысле слова. Но тут совсем немножко другое восприятие, чем у мужчин. Но это не делает этот вид спорта менее плохим. Есть своя романтика, надо признать это. Пытается ли занимать центр ринга. Пока много остановок в этом поединке. Да, часто действительно рефери вмешивается в ход событий. Делает замечание сейчас наша соперница Аитбаевой. Вы слышите, как поддерживают нашу сборную местные жители? Вообще, на самом деле, очень приятно было видеть, что в самый-самый первый день трибуны были действительно заполнены. То есть, как привыкли, наверное, что на самых предварительных стадиях трибуны пустуют, да, это реалии такие, что все хотят сразу и все. А вот тут действительно люди поддерживают. То есть видно, что избалованные зрители здесь. Погулять, если по городу, здесь все абсолютно развешено афишами этого чемпионата мира. То есть Улан-Удэ действительно живет этим праздником, этим турниром. Есть дом дружбы, где болельщики могут друг с другом пообщаться. В центре города вообще полностью все в символике женского чемпионата мира. И люди сами разговаривают, общаются, обсуждают события этих боев. Тем более в составе сборной России есть 3 представительницы Бурятии. Все они сегодня выйдут на ринг. Кстати говоря, одна из них Людмила Воронцова, местная звезда, скажу так, выйдет в следующем бою. Да, и нужно, конечно же, сказать, что трибуны практически заполнены, а хотя сегодня четверг и день... И час дня, да. Но в Москве, конечно, понимаешь, сейчас 8:30, так что доброе утро всем. И мы внимательно смотрим за событиями на ринге. Сейчас небольшая пауза. Да, немножко мы нашим разглагольствованием упустили нить хода боя. Пока, честно говоря, в первом раунде я вижу одного рефери и все его только его действия, так что какого-то конкретного вывода сделать трудно. Итак, завершился первый раунд. Интересно, что же сейчас скажут в углу. Все так, да, нормально, но надо второй раунд взвинтить, темп надо взвинтить. Побольше ударов. Ближе подхожу, а маятник. Ну не, она хватает, я знаю, но ты делай свое дело. Через маятник, не иди прямо на нее, качай маятник. И вот правильно тренер говорит, правый, левый, правый надо бить. Тогда, когда 3 пробила, вышла еще атака. 3 пробила, нырнула, вышла еще атака. И активнее, больше ударов надо, не Дыши, гуляй, дыши, не гуляй. Вот что же получается только отрабатывать? Раз, два, 3, вышла, так, опять. Не Во лезь фронт к ней. к ней, не иди во фронт, а вот обманные движения и вот это вот. И Потому что не сажусь на рынок. Ну не подсаживайся, не подсаживайся. активнее. Seconds out. Ну, тяжело, наверное, что-то добавить из того, что мы слышали в углу ринга. Мне кажется, по делу все подсказки. Я думаю, и Лилия тоже это все услышала. Вообще, Лилия очень приятная девочка для общения. Мне прям действительно было приятно с ней общаться. Такая душевная, отзывчивая, милая. Так, здесь оступилась наш боксер. Сейчас отличная серия от Лили. Как прям заказывали. Правый, левый, правый. Так, очень много рекомендаций дали, кстати, в перерыве. Хорошо поддавливает. Да, какие-то на мелкие отрезки, конечно, разбился бой. Там, условно, 30 секунд и сразу вмешивается рефери.
Вот сейчас хорошо провалила и добавила слева. Отлично, да, маятник, как сказал тренер в углу. Пока на самом деле очень нравится, как действует во втором раунде Лилия. На мой взгляд, она берет пока этот раунд. Пытается поджимать наша боксер. Пока вот действительно понравилась первая минута в исполнении Лили, а в остальном бой как шел в первую. Ой, сейчас очень мощно справа, точно в цель от Аедбаевой. Уверен, что она потрясла немножко спортсменку из Вьетнама. Очень хороший удар у нее прошел. Да, сейчас вьетнамка, конечно, прочувствовала мощь правого. Сейчас у нас идут элементы борьбы. Пыталась через бедро бросить. Довести бой в парке, да. 30 секунд до конца второго раунда. Снова хорошо попала. Опять справа попадает. Такое впечатление, что спортсменка из Вьетнама просто хочет повозиться. Вот какого-то, не знаю, своего боя она не предлагает. Молодец Лилия в этой ситуации. Пытается тоже разнообразить, что-то синхронизировать. Как мы видели, хорошие удары у нее попадали во втором раунде. Это действительно прямой удар потряс ее 100%. А вот со стороны спортсменки из Вьетнама мне как тяжело вспомнить какую-то хорошую идею, не знаю, какое-то хорошее действие. Поэтому пока вот второй раунд мне понравился. Но у судей, конечно, может быть другое мнение. Давайте, наверное, сейчас послушаем наш ринг, если будет возможность. Не гнись, на ногах плотнее стой. Ноги конкретно шире. Лили, третий раунд решающий. Не удалось нам, к сожалению, послушать установку нашего угла. Мы, наверное, могли бы что-то понять из установки Вьетнама, если бы знали их язык. Сейчас неплохая атака от Аедбаевой. Даже улыбается уже забавно нашей спортсменке действия вьетнамки, потому что постоянно переводит туда вниз. Может, действительно перепутывает вид спорта. Вот сейчас можно было классно зацепить слева, но вьетнамка ушла. Да, надо заметить, что Гуэн, она 4-й сейн на этом чемпионате мира, при том, что наша спортсменка в число сейнов не попала. На самом деле, в принципе, вот как я обратил внимание на предварительных раундах, вот эта вот сейность, она мало чего значит, потому что вот, вчера Талгатова просто действительно деклассировала немку, которая вторая сейная, которая трехкратная бронзовая чемпионка мира, бронзовая призерка Европейских игр, но она просто, как говорится, ушатала в одну колено. Да, отлично был поединок. Вот я к тому и веду, что вот это вот циферки в графе сид вообще ничего не значит здесь сейчас. Наверное, этим-то и прекрасен чемпионат мира женский, что, может, вчера могла быть всем, а сегодня уже никем. Все же у мужчин в этом плане, если ты имеешь какой-то статус, там, ну, вряд ли ты вылетишь в 1/16 финал. Подключаются трибуны, скандируют «Россия, Россия!».
Минута остается до конца этого поединка. No holding. No holding, bro. Сейчас хорошо слева попадает Аэтбаева. Опять повторю свою мысль, что очень часто в этот бой вмешивается судья. И во многом виновницей это является представительница Вьетнама. Снова клинч. Все, 10 секунд остается до конца этого боя. Наверное, вряд ли мы что-то еще интересное здесь увидим. С учетом того, что рефери раздвигает наших обеих девочек. Вот, и в конце, конечно, борьба. Чего и добивалась вьетнамка Да. на протяжении всего боя. Прошла наконец-таки ноги. Ну что, друзья, остается совсем немного времени, и мы узнаем судейское решение. Напоминаю, что победитель этой пары выйдет на бой с спортсменкой из Северной Кореи Чол Ми Панк, да. Но ничего страшного, я тоже не сразу произношу многие фамилии спортсменок местных. Итак, барабанная дробь. Итак, друзья, победу одержала спортсменка из Вьетнама. К сожалению, Лилия Аэтбаева покидает этот турнир. Как вы поняли, что проход в ноги ценился больше, чем прямые удары нашей спортсменки. Ну,